В Испании число заболевших превысило 200 тысяч. Умерли более 21 тысячи человек. Это каждый 10-й от количества людей, у которых обнаружили вирус. Италия по-прежнему лидирует по числу летальных случаев в Европе. Там от коронавируса и сопутствующих болезней скончались более 24 тысяч человек. При этом итальянские врачи накануне сообщили, число выявленных за сутки случаев заражения впервые с начала пандемии сократилось. Снизилось давление и на больничные структуры. Сегодня в палатах интенсивной терапии находится 2537 пациентов. Это на 62 человека меньше, чем вчера. И это самое низкое число, которое мы зафиксировали в реанимации за последний месяц. Лидером по числу выявленных случаев в мире остаются США. Там по итогам тестирования 788 тысяч положительных результатов. Дональд Трамп заявил, что приостановит иммиграцию, чтобы сохранить рабочие места для американцев. За время карантина работу потеряли более 20 миллионов жителей страны. Пока непонятно, затронут ли ограничения иностранцев, которые уже получили грин-карты. В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты. Между тем, некоторые европейские страны осторожно начали ослаблять карантин. В Германии с понедельника начали работать небольшие магазины. Власти Чехии, Дании и Австрии решили открыть некоторые магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. В Норвегии открылись детские сады. ВОЗ предупреждает, поспешный отказ от карантинных мер чреват наступлением второй волны. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что ослабление ограничений – это не конец эпидемии ни в одном из государств. Прекращение эпидемии потребует постоянных усилий со стороны отдельных лиц, сообществ и правительств, чтобы подавить и продолжить борьбу с этим смертельным вирусом. Карантин и прочие методы изоляции могут помочь погасить пожар эпидемии в одном государстве, но они не могут покончить с ней. Сегодня власти Баварии отменили крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест». Он должен был пройти в конце сентября, начале октября. На праздник съезжались более 6 миллионов туристов, которые тратили в Баварии ежегодно почти $1,5 миллиарда.